Ой, валить во снег. Уже который день. Завалило ўсё кругом. Снегом гэтым. Старость, не радость. Надо счистить ісці. Ай, а спина болить уже. Сил нема. Со снегом гэтым скорей бы уже весна. Нешто у мяне, як тая Нинка казала, депрессия. Вот что. И Нинка не припаузеть там снегу по колено. Где ж гэта попаузеть гэта черепаха старая своим коленям. Поговорить вы нема с кем. Не знаю, я у мяне буду вам жалиться, людцы милые. Мы не спала сягонька всю ночку. Не знаю, с кем тут только советоваться. Может, вы мои подписчики мои, я вас так люблю, я ваши комментарии читаю. Напишите вы мне свою думку. Вот я вам свою расскажу, а вы мне свою тогда напишите. Вот про что я стала задумываться. Старая баба уже помирать скоро. А вот что мне не даець покою. Слухайте, ну, ці ёсць якая справядлівасць на гэтым свете? У кого тут верыць? Я вот не знаю. Богу всю жизнь верила, молилась, думала, что боженька ж законы ёсць божеские, справядлівасць ёсць, что боженька сатану гэту покарает. А во як получается зараз? Ну, вот я старая деревенская баба. Может, я не понимаюся, может, я что не так, не докумекаваю. Коли вы разумнейшие, милые вы мои, напишите мне ў каментарах адказ. Чаму гэта адзін гэты твой цар прыдумаў і правіць усім светам? Я сейчас про гэтага рыжага гэтага Трампа. Ну, ён уже рашыў, што ён вышэй Бога. Што ён уже прэзідэнт Амерыкі, значыць, ён уже будзе правіць, уже войны будзе усіх мірыць. Кулера нікога там не памірыў, только рассказываюць усю эту херню, люди веруць. Ну, і ён уже рашыў, што ён вышэйшы за Бога. Ужо ж пра план, гэта я пра план, пра гэтый мірны, што па Украіне з Расіяй ён прыдумаў перамір'е. Ну, дык хто прыдумаў? Гэта ў Расіі яму этот план напісалі. Вот недзе казалі мне, што гэта ён красноў, этот агент крамлёўскі. Пэўна, ну гэтак і ёсць. Таму што этот план только Москва могла написать такі. Я вот старая дурной, то я понимаюся. Там написано уже, что надо все территории России отдать. Уже и главное самое, что ніякой не будет амнистии за военные преступления. Ну так а кто ж будет отказывать? Сколько людей забили? А у Бучи что яны творили? Як яны гэтых людей забивали? Мирных, детей сильничали. Да кто ж будет отказывать? Ну, да калі ж никто не откажет, гэтак и будет далей. Гэтыя НКВДшнікі такія тады ўсю жизнь гэтак рабілі гэтых прасавутах, і ўсё архівы закрытыя, ніхто нічога не ведае. Моя вунка свякроўка адседзела 10 гадоў, што конь у конюшыну залез, 10 гадоў лаярэй. Хто адказаў? Ніхто не адказаў. Дык і тут гэтак будзе. Дык што, яны опять хочуць усё тое самае? Ну так ці ёсць праўда на свеце? Вот скажите вы мне, ну. Так чаму гэты Трамп будзе рашаць усё на гэтай зямлі? Ён што, Бог ці хто? Хто ён такі? Чаму ён вырашаюць? Няўжо ж непонятно, што хворая голова у чалавека у гэтага? Я ж-то понимаюся. Ну, як кажуць, што чалавек як даўбаёб, ён у старасці мудрым не будзе, он будет старым даўбаёбам. Ну так яно і ёсць. Ну што ж, змяняліся людзі к старасці, надурнелі яшчэ болей, горшыя рабіліся. І гэтыя вот старыя, што ўсе пры ўладах, што Путін, што наш, усе, што яны лепшаюць, так яны ж горшаюць ужо. Ім самім паміраць, дык яны ж хочуць, каб не абідна было, каб усе паміралі. Во як яны забіваюць людзей. Так я вот мне хочу запытацца, скажите вы, ці согласны вы со мной, милые вы мои украинцы? Напишите вы, ці согласныя вы з гэтым планам з іхным? Хто прыдумаў? І главное, што Трамп будзе наблюдаць за гэтым, наблюдателем себе позначыў. Дык у того Трампа один дзень одно, другі дзень другое. Ён что-нибудь пизданеть, простите меня за выражение, а ты скажете, не помнить, что он гэта зрабіў. Ну, і ён уже ж будзе глядзець за гэтым планам.
Идти ж твою мать, ты вон Албанию с Арменией путаешь, а он уже некий, я не знаю. Я уже думала, может, я не понимаю еще. Вы мне напишите, людцы, украинцы напишите, ці согласные вы. Вы свою земельку отдать, за якую воевали вон столько годов. 4 годы это война, столько людей загинуло. И что, на что? Так это ж люди за свою землю воевали. Я не знаю, все гэтыя дурні кажуць, родину защищать россияне, родину защищать. Якую родину яны защищают у чужой краине? Яны родину ў Афганістане защищали, у Чачне защищали родину, усюды родину защищали. Правда, что свою родину так и защищаете, сядите у своих говнёв своим сральникам. У вас в территории, вон, Сибиру сейчас сколько осваиваете, земля вам на хулера надо. Защищайте там свою семью, свою родину. Так яны кажут, русских там обижают, мы пошли освобождать. Русские там живут. Так русские ну усюды живут. У Германии, вон у Нямецчине русские живут. Идите, воюйте, освобождайте русских у Германии. А у вас вон в Москве этих узбеков, таджиков, полная Москва. Так значит, тогда Таджикистан повинен нести на Москву и освобождать таджикистанцев своих, правда, своих людей. Якое понятие, ну? Да коли живут тараканы у кватэры, дык што гэта, тады тараканская кватэра считается, ці человечая, чья? Вот я гэта не понимать. Я не знаю, ці вот я что-нибудь не понимаю, але я баба жизнь прожила. Я знаю, коли гэта чорная, то гэта чорная. И никто, ніякая мне царква, ніякі батюшка, ні гундзянь не докажет, что гэта белая. И коли забивают людей, то гэта грех. Грех воевать и людей забивать. Это грех, а не наоборот. Вот что. Я вот не складывается в моей голове. Ну, и чаму гэты рыжы повинен рашать за весь свет? Кому что отдать? Гэтым гэта отдам, гэтым гэта отдам и слядить буду. Гэткі ж ты моцны, як цвік у гаўне, каб самога не скинули. Я вот не понимаю. Ну, як гэткага дурня могли выбрать? Хотя что ж мне дивиться? Наша вон то самое. И вот нема Нинки, так спорила б. Добре, что и нема. Я б ей не говорила на эту тему. У вас хотела запытаться. Напишите вы мне в комментариях, людцы вы мои милые. Ці согласны вы со мной? Особливо прошу, украинцы напишите. Согласны вы земельку свою отдавать? Согласны вы, каб Трамп этот рыжий судьбу вашу вырашаў? Ці что? Чаму увесь свет? Это ж столькі народу, увесь свет. Чаму Европа гэта, як сіські мнець маўчыць? Ну, каб узяліся ўсе разом и дали звездюлей, дык познали б. Як можно с дурнем договариваться? Я про Путина, я казали, гопник питерский, так и ну есть. Так вот вспомните, вот у нас дурень таки Ванька есть, напьется кулаками в груди, бьет еще я, только с бабой со своей воюет и со слабейшими. А як приедет милиция, тогда сцится, стоит на коленях и просится. Так как это такие, силу только поймают, понимают. Коли Путина не остановить с гэтым придурком с нашим, так он далее пойдет на эту Европу. Як яны не понимают, не могут понять. Это против силы только сила. Только надо их... Я старая понимаю. Вы ж по жизни поглядите. Поглядите по жизни. Коли якога-нибудь такого дурня, маньяка можно было по-доброму научить. Ну, ніколі, нігды. Дали б добро было, посядел бы молчал, хай бы отказывал за все преступления, за смерти людские. Выбачайте меня, людцы, я сёння не могу. Я после гэтага плана мирного трампаўскага, что он понаписал, так я уже не знаю, что думать, скажу. И он хочет сказать, что самый лепший президент, самый хуёвый президент, что был в Америке и на всей земле, вот что. И не буду ему сраку лизать. Многие, вот надо Трампу сраку лизать, им тогда западки подать, лежите. А я правду казала и казать буду, что долбоёб у власти, стариков надо гнать нахуй. Я уже выбачаюсь, не могу я, нервы мои. Простите меня, что ругаюсь, но уже сердце рвется, слов у меня других нема. Не пишите мне в комментариях, что я ругаюсь. Ну, ругаюсь, ну, не сдержалась. Так сердце ж болит. Ну, як можно гэтак молчать? Я не могу молчать. Коли весь свет молчит, да я старая баба у своего, я молчать не могу. Напишите, буду ждать. Вельми буду ждать, что вы мне скажете. Ждать буду. Может, кто-нибудь напишет, может, я дурная, не понимаюсь. Али хочу, как написали. Коли согласны со мной, ставьте тогда лайк. И пишите, баба Галя молодец, все правильно понимает. Бо я
Помирать скоро я не знаю, что за правда такая. Такая. Ай, телевизор уключу, хоть может погляжу, что может змянилася что-нибудь за вчерашнего дня, бо спать не могу. А вон яно расійская выступаюць. Можа про этот мирный договор будут рассказывать, может опять Трамп да их по эти красные дорожки Путину стелить. Не посчитайте абсурдным мое предложение. Я считаю в нашей реальности, в существующей, его взвешенным. Буквально 2 недели назад мы отправили на СВО очередные большие грузы со строительными материалами для того, чтобы спасать наших ребят в строительстве защитных сооружений. К сожалению, там все не очень хорошо и в этой части. Естественно, задача защитить всех, кто там находится. Естественно, идем на эти мероприятия. Ребята гибнут, потому что они подписали контракт. Это законно, якобы. Так может нам подумать хорошо и перевести всех этих животных в разряд военнообязанных, военнослужащих и отправить их туда прочесывать минные поля? А почему бы нет? Потому что мы говорим о том, что есть службы, общественные организации, которые стоят на защите животных. Давайте, может, их в другую категорию переводить для того, чтобы просто-напросто не тратить 70 миллионов, а потратить их на строительные материалы, которые необходимы сегодня на границах соприкосновения. А я не вон, ослов отправляли на войну, зараз собак будут отправлять бездомных. И воинское звание им. Як у космос белку-стрелку, и тут такая теперь воинское звание будут им присваивать собакам, военнослужащими будут. А я так скажу, все, что я не воюю, не так и собаки. Не хочу собак обижать, собаки сразу лепшие, чем эти российские военные. Полно. Ай, свое, може, наше я включу. Може, у нас что поменялось, а лишь наш так само. Во, за жопу лежит. Закончим эту тягомотину, я думаю, в ближайшее время в Украине и займемся своими внутренними делами, чтобы нашим людям жилось лучше, и чтобы они понимали, что лучше нашей земли нигде ничего нет. Покажете, скоро эта тягомотина скончится на Украине. О, тягомотина яму. Яму до сраки, что люди помирали, яму до сраки, что чтоб тягомотиной назвал. Ты я не называю войной СВО, а этот уже тягомотиной назвал. Забыўся, як ён сам пусціў праз тэрыторыю расійскае войска, ракеты з нашай стараны пусціў, разрашыў. Гэта ён уже забыўся, он теперь уже миротворец. Милые мои украинцы, напишите мне яшчэ, а вы гэтага падлу гэту вусатую, ці простите вы? Ці простите вы, ці забудете вы яму, что в 22-м годе летели ракеты, бомбили, люди ваши помирали, и войско российское ён пусціў. Праз мою Украину святую, и это ён, потому что тоже сатана у власти, вот. А ён тягомотина уже называет. Ай, как ты. Не буду ругаться, добро, не буду уже. Знаю, что самой уже брыдка, а лишь, як кто гэта казаў, калі вы не п'ете, не ругаетесь матом, значит, вы не глядите за не следите за обстановкой мира. Вот, а я гляжу, тому и маты моей гэтого. Что ж ты зробишь, калі гэта такое робится? Ляцтво кругом у свете. Не знаешь, где правду шукать. Яшчэ во нешта кажется. 100 с лишним тысяч вот уехали, не знают, как вернуться. Каждый день мне пишут: простите, Александр Иванович, мы заблудшие. Я говорю, к шведу, там комиссия есть, она принимает решение. Вы перед всем народом опозорили народ, меня и прочее. Идите к народу. Там от народа комиссия. Пусть принимает решение. В чем я не прав? Вот и тут командуйте уже. Едьте домой. Съехали 100 тысяч. Где 100 тысяч? 700 тысяч съехало. Вы же у людей с краины с 20-го года. Сколько посадила, сколько съехало. И уже плачутся домой, просятся. Не хулера, племянница моя там живет у Польши. Съехала у 20-м. Ён у ее тут еще забрал. Хату арештовал еще. Баба жила, как человек, просто правду захотела.
на выборы на гэтых просто пайшла вон, каб наблюдателем быць, каб чэсна было. Дык што ж ён здзекаваўся як? І ў турму садзеў, потым выжыў, а цяпер і хату забраў, што строіла баба ўсю жизнь сваю хату, сваім трудом, сваімі рукамі. Що цяперака, не можна праўду казаць. І жывець у Польшчы, і звоніць, і кажуць пляменніцы, і добра жывець, і дзеці там жывуць добра ўсё, і ўсё ў іх там добра. Хай не хочуць яны дамоў ехаць. Куды дамоў ехаць? У турму садзіцца? Канешне ж, дамоў хочацца. Матку не видела, мяне нікога не видела. Хочуць дамоў, плачуць. А як прыехаць? Тебе сразу гэтага дня на граніцы под белые рученькі ў турму на нары. Нехта тебе поедет до твоего шведа. Плявузгаець ужо, мана ў яго гэткая, кругом обманы. Только во свайго гэтага папіхуйну выставіў опять на экран гэтага Заронка. А батька, он как Петр Великий, пока лично кулаком дурь не выбьет, бороду не сбреет с капустой, кафтан не поменяет на чинуши, он работать не будет. Так уж повелось у нас. А сам то академик, то герой, то мореплаватель, то плотник. Он всеобъемлющей душой на троне вечный был работник. Был, есть, будет. А этот кажет, о, батька, усё батька, як Петр Первый. Ну, і кразиш усё ён. Все знают, якія преступления зрабіў, і ўсе гэта помнюць і знаюць, і будуць знаць. Можа, дай Боженька, будзе праўда некалі на свеце і справядлівасць. І тады новыя будуць учэбнікі па гісторыі напішуць, праўду напішуць пра НКВДшнікаў гэтых, пра ўсё, калі ўвесь гэты рэжым зваліцца, саўдэпаўскі гэты. Не знаю, калі хоць бы дажыць, людцы мілыя, хоць бы дажыць, каб адным вочкам паглядзець, як моя краіна свабодная станет. Як увесь мир накажет преступников, каб хоть помирать и знать, что ісці на той свет и знать, что ёсць Бог на свете, покараў, правду зрабіў. А так не знаю, як тут уже помирать, калі не знаешь, кому верить, кому молиться. Вот что робится в свете, вот что. Ой. И яшчэ вот рэлудзіць нешта. Ну, уже последнее, поглядите и конец, бо не хочу сягонніка. Пойду далее плакать. В Югославии я приехал к Борису Николаевичу, говорю, Борис, нужно спасать Югославию. Он говорит, как? Как? Ты, говорит, представляешь, что против нас? Я говорю, ну давай, у нас авианосец что тогда был, по-моему, 1 или 2. Я говорю, давай в Адриатическое море, просто поставим авианосец. Я в годы войны под бомбежками летал туда, хотя бы как-то их поддержать, продемонстрировать. Наши ребята сказали, мы приведем туда самолеты, это просил Милошевич. Я был на этих мостах, я был в этих госпиталях, я видел, что происходит, и я понял, у них звериное лицо.